Проходит третий съезд родовых общин Республики Саха-Якутия. Родовые общины были созданы в 90-х годах. Это при развале совхозов. Там, где было внимание глав районов, эти родовые общины сегодня показывают хорошие показатели и по оленеводству, и по рыболовству, и по охоте. За эти годы парламент республики и правительство решили вопросы по принятию закона о родовых общин. Есть и республиканский, и федеральный закон о родовых общинах. Мы приняли решение на уровне федеральном принятии федерального закона о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне, где имеем отдельный раздел по государственной поддержке традиционных видов хозяйствования. Это принятие федеральной программы. В прошлом году эта программа была принята, и в 2022 мы уже видим на 3 года миллиард рублей поддержки традиционных видов хозяйства, чего раньше не было. И самое главное, о чем сегодня мы должны заботиться, о том, чтобы территории традиционного предопользования, которые у нас образованы, они имели практическое значение именно в отношении родовых общин. Может быть искусственно, может быть не искусственно, но почему-то за эти годы родовые общины не смогли оформить участки родовые. Вот это у них как обида, может быть, осталась, но мы эти вопросы должны снять. Сегодня аукцион. Ни одна родовая община не сможет оформить участок через аукцион. Но у региона есть право эти вопросы регулировать. Учитывая то, что территория традиционного предопользования у нас есть, возможно, на этих территориях оформление участков. Возможно, если это представители коренных народов, которые занимаются традиционными видами, первичное такое право им дать. Сегодня в условиях санкций мы должны выработать свои меры поддержки. И в 90-е годы в муниципальных образованиях представительными органами были приняты решения освободить от налогов, которые сами же вырабатывают эти хозяйства, да, и направлять им же на развитие. Поэтому есть возможности, которые именно мы тогда увидели, как начали очень активно работать по производству, чтобы выработать какую-то большую базу налогов. Есть такие моменты, над которыми нам необходимо сегодня работать.